Лекция 10. Сфера мысли в этногенезе. Мне неоднократно задавали вопрос: каким образом при наличии сравнительно ограниченного числа пассионарных толчков получилось значительно большее количество разнотипных культур, не похожих друг на друга? Вопрос совершенно реальный и совершенно законный. Дело в том, что каждая видимая и потому доступная исследованию культура определяется тремя параметрами, то есть одного толчка, силы его и напряжения мало. Дело в том, что на каждый объект создавшегося этноса или суперэтноса влияют пространство и время, причем пространство и время не в мистическом смысле, а во вполне реальном. Пространство — это ландшафтное и этническое окружение. Через ландшафтное окружение осуществляется форма хозяйства и, соответственно, экономический уклад данного этноса, его возможности и перспективы. Через этническое окружение осуществляются связи с соседями, дружеские или враждебные, которые весьма и весьма влияют на характер создаваемой культуры. А культура — это как раз то, что мы можем изучить, потому что это то, что лежит на поверхности. Не меньше влияет временной момент, то есть момент памяти генетической, традиционной, культурной. То есть наличие тех культур и характера тех культур, которые оказались для создаваемой новой этнической системы субстратами, основами из которых она создана. Этот тезис звучит маловразумительно, когда его сформулируешь, так сказать, абстрактно. Но сейчас мы перейдем к карте и увидим, что все это вполне реально. То, что мы уделили такое большое внимание возрастам этноса или фазам этногенеза, что одно и то же, позволяет нам исследовать древние культуры, начальные фазы которых источниками не освещены, история их фактически неизвестна. Но акматические фазы освещены достаточно, а поскольку мы знаем, что акматическая фаза наступает примерно через 200 лет после начала подъема, то мы можем сделать сопоставление по акматическим фазам, учитывая инкубационный период до этой акматической фазы. Так вот, древний мир имеет 4 больших культуры, акматические фазы которых изучены достаточно хорошо. От Греции до Северной Персии и далее до Среднего Китая, примерно по 30-й параллели с небольшими угловыми изменениями, произошел пассионарный толчок, имевший место, видимо, где-то на рубеже IX и VIII веков до нашей эры. Но что было в IX веке до нашей эры в этих странах, никто толком не знает, и никто не знает даже без толку. Есть догадки, есть отрывочные сведения, есть легенды. А вот что касается VI-V веков, то тут уж мы знаем достаточно хорошо. Если мы возьмем 4 основных точки для нас достаточных, то есть Элладу с ионийской культурой, Иран с Хорасаном и прилегающими областями Бактрии, Бенгалию, которая лежит, правда, немножко южнее, чем Иран, но в пределах допуска, и Центральный Китай, то мы увидим, что здесь в одно и то же время, в VI-V веках до нашей эры, существуют 4 большие культуры, хорошо описанные. Это классическая Греция с ее классической философией, ахеменидская монархия с ее новым культурным достижением зороастризмом и введение дуализма в систему. Для Индии это эпоха Будды и его проповеди. Для Китая это в пределах допуска Конфуций и Лао Цзы, все авторы широко известные. Все 4 перечисленных мною региона отличаются одной общей чертой. Они строят философские системы настолько остроумные, настолько логичные, настолько влиятельные и увлекательные, что влияние их в той или иной степени доходит до нашего времени. Поэтому им уделяют огромное внимание, интересуются, с ними спорят или, наоборот, их признают в какой-то степени. Целиком-то уже, пожалуй, никто. Но насколько они все не похожи друг на друга? Когда древние эллины заинтересовались проблемами мироздания, бытия и местом человека в нем, они обратили внимание прежде всего на природу. Это натурфилософы, которых интересовало, как устроен мир. Первый из мудрецов, Фалес Милецкий, предположил, что вода составляет источник всего живого и что все полно демонов, то есть мир — это не костная материя, а живые существа, которые между собой взаимодействуют. Остроумная система, увлекательная.
И земля — организм, и скалы, и утесы, и моря, и горы, и города, и долины — все полно жизнью, но не похожей на нашу, которую мы просто не можем распознать. Его младший современник, Анаксимандр, объявил, что в основе всего лежит апейрон — первичная материя. Анаксагор, тоже их современник, предположил, что в основе всего лежит эфир — очень тонкий газ. Гераклит сделал еще шаг по сравнению с ними со всеми. Он предположил, что вообще нет никаких вещей. Это обман чувств и обман зрения. Мы видим только процессы. Никто не может вступить дважды в один и тот же поток. И к смертной сущности никто не прикоснется дважды. Это, пожалуй, близко к нашему современному диалектическому подходу. Хотя другой его тезис, логически вытекающий из того же постулата, может быть воспринят в наше время без симпатий. Война — отец и царь всего живущего, война сделала одних людей богами, других смертными и рабами. Но поскольку весь мир состоит из процессов, то естественно, что пересечение этих потоков вечно движущихся частиц должно вызывать и столкновения. Так что с гераклитовской точки зрения, на уровне его науки, это вывод логичный. Несколько иная концепция мироздания была разработана греческим натурфилософом, жившим в Сиракузах, Пифагором, который предположил, что в основе мира лежит абстракция — число. Но для всех этих греков было характерно стремление узнать, а что же такое мир, который их окружает. Им и в голову не приходило, что можно интересоваться чем-нибудь другим. В отличие от греков, персам было совершенно неинтересно, как устроен мир. Они и без того это знали. Им интересно было другое: где друзья и где враги, извечна ли вражда. Тогда Зердушт, я произношу его имя по-новоперсидски, а по-древнеперсидски будет Заратуштра, уроженец города Бальха на самом востоке Ирана, объявил, что задача вовсе не в том, из чего состоит мир. Это каждый видит, потому что есть реки, горы, леса, пустыни, скот, храбрые воины. А дело в том, что есть день и ночь. Он облег это в замечательную философскую концепцию, легшую в основу многих видов дуализма. По древнеарийским воззрениям, характерным и для персов, и индусов, и для эллинов, и для скандинавов, и для славян, и для кого угодно, для всех древних арийцев было известно 3 поколения богов, то есть 3 эпохи космического становления. Первое поколение — это Уран, то есть космос, стабильное пространство, заполненное вещами. И все было в полном порядке, никто никуда не двигался, ибо движения не было. Движение пришло на смену этой эпохи в век Сатурна или Хроноса, когда появилось время. Сатурн, как известно, изуродовал своего отца Урана, заключил его в темницу и начал свирепствовать, все время все видоизменяя. Мир превратился в постоянно вертящийся калейдоскоп, в котором ничто не могло удержаться надолго. В нем стали появляться чудовищные формы, которые тут же исчезали. Греки считали эти формы чем-то совершенно омерзительным, и индусы также считали. А вот Зердушт объявил, что нет. Вот эти самые реликты, те, кого индусы называли асурами, а греки гигантами, это и есть Амишаспента, лучшие помощники светлого божества. И на этом он остановился. Греки знали этот переворот в мировоззрении. Знали они и третье начало, персонифицированное в виде Зевса. Зеус и Деус — это одно и то же, Зе в Д переходит. То есть бога силой, которую они отождествляли с электричеством, то есть с молниями. Все-таки они имели представление, что такое молния. Зевс победил Сатурна, затолкал его в какую-то подземную пещеру и навел порядок. И установил власть олимпийских богов, которых много и которые постоянно воюют с гигантами, ибо гиганты нападают на них. Точно такая же мифологема существует и в Индии, где тоже уважают Дева. Дева, Деус — это одно и то же, и воюют с асурами, а асуры, понимаете ли, все время стремятся их победить и все время терпят поражение. Но, потерпев поражение, немедленно реорганизуются и опять бросаются на богов, и так происходит до бесконечности.
Но важно для нас то, что древние эллины и древние индусы стояли на стороне богов, а Зердушт предложил стоять на стороне гигантов и считать богов дьяволами. Хотя по-персидски они называются также Дев на староперсидском и Див на новоперсидском современном. Но Див, это все знают, это получается, вообще говоря, черт. Так вот, в V веке до нашей эры Зердушту удалось победить своих противников и уговорить Ксеркса издать антидевовскую надпись, запретить почитание девов в своем государстве. Исключение было сделано только для двух бывших богов. Для прекрасной Анахиты, это богиня любви и плодородия, уж очень ее полюбили персы, и поэтому поклоняться ей разрешили, и для Митры. О Митре надо сказать особо. Митра считался братом Урана, Варуны по-индийски или космоса, космического божества. Солнце — это только глаз Митры, Митра — это весь космос. И имел он узкое назначение. Так как в те древние времена война была постоянным занятием, которое изредка прерывалось периодами мира, то мир скреплялся клятвой. Во время войны всякого рода обман и дезинформация противника считались разрешенными, на то и война, не будь лопухом. А вот клятву надо было беречь, и раз мир заключен, то уж, извините, никого убивать нельзя. А так как клятвы нарушали и в те времена, то вот Митра получил узкую специализацию — охранять клятвы и наказывать клятвопреступников, то есть он боролся против предателей. Но я скажу, что дело это было весьма актуальное по тем временам, да и для более поздних времен тоже. И поэтому культ Митры уцелел даже при наличии тех реформ, которые провел Зердушт. Уж очень было соблазнительно получить хоть какую-то гарантию спокойного существования, подтвержденного договором, и знать, что этот договор будет соблюдаться. А Митра не требовал себе специального поклонения. Он был для верных и неверных. Он охранял любые клятвы, он наказывал любых клятвопреступников. Зердушт в основу нового мировоззрения положил дуализм, борьбу света и тьмы, светлого Ормузда и темного Аримана. Причем под Ормуздом понимались персы, которые были, так сказать, допущены к таинствам поклонения огня и поклонения солнцу и всем видам света. Аримановцами считались все остальные, в том числе почти все наши среднеазиаты и парфяне. И если у зороастрийцев светлых священным животным была собака, действительно, собака хорошее животное, согласен, то туранцы почитали змей. У парфян, например, как типичных туранцев, был на воинских значках змей вместо знамени, но, естественно, металлическая фигурка змея, а вовсе не настоящий змей. Но это было символическим обозначением их мировоззрения. А с кем же мог бороться Митра? Эта система была тоже дуалистическая. Я на ней останавливаюсь только потому, что она получила чрезвычайно широкое распространение. И если я буду на будущий год читать, мне об этом придется говорить довольно много и подробно. Митроистическая система распространилась по Тибету, Монголии, Восточной Сибири, по всей Центральной Азии. Врагом Митры, его другое название «бог Белый Свет», был демон Длинные Руки. В персидском тексте это не сохранилось, это тибетское название. Демон Длинные Руки, вождь целого полчища демонов — это обман. Обман — это то противоестественное, чего нет и не должно быть в мире. Животные не обманывают друг друга. Они смело убивают, охотятся друг на друга, едят друг друга, но они никого не обманывают. Обман — это то, что приходит через человека, и ради чего Митра существует, и с чем Митра борется. Нарушение клятвы, предательство, обман доверившегося — это все дело демона Длинные Руки. И поэтому оно является врагом. Таким образом, мы видим вторую систему дуализма, распространившуюся за пределами Ирана, в землях которого восторжествовал зороастризм. А вот здесь, вот таким образом восторжествовал Бон, религия, почитавшая бога белого света, то есть Митру, сохранившаяся в Тибете до 20 века. Последние бонды убежали из Тибета в 1949 году сначала в Индию, потом в Норвегию, а сейчас даже в Швейцарии поселились. В Индии им жарко показалось, они привыкли там, где горы.
И так как это были интеллигенты, работать грузчиками им было очень тяжело, то они начали издавать свои боннские древние книги, потому что они рукописи вывезли, и продавать их тибетологам. И на это существовали скудно, но в общем прилично. А заграничные тибетологи покупали эти книги и меняли на наши советские издания. А у меня был друг, тибетолог, на Восточном факультете работал. Он брал мои книги, им посылал, получал от них боннские на тибетском языке, переводил их, и мы вместе с ним печатали работы. Вот таким образом концепция Бонна получила известность в советской литературе. Здесь имеется в виду Борис Кузнецов, 1931-1985 годы, известный русский буддолог и тибетолог. Он впервые в отечественной науке перевел тексты древней тибетской религии Бонн и проследил корни ее происхождения из древнего Ирана. Как видим, и задачи, и постановка вопросов в иранском, ирано-туранском и эллинском мире были диаметрально противоположны. Их разные вещи интересовали. Обратимся к Индии, посмотрим, что их интересовало. Оказывается, индусам было абсолютно наплевать, как устроен мир и кто друзья, и кто враги. Они великолепно знали, что придут враги и их убьют, и сопротивляться они уже в то время могли очень слабо. И поэтому их больше интересовало, как спасти свою душу и бессмертна ли она. Потому что на Востоке, к востоку от Ирана, было распространено учение о переселении душ, о метемпсихозе. Ну, убьют человека, и если он был грешный, то его душа воплотится в теле крокодила, что, конечно, уже мало приятно, или в теле асура, или дева, это лучше. А если в теле беса какого-нибудь или демона подземного, так это совсем плохо. Так вот и вопрос. Какие принять меры, чтобы обеспечить себе перерождение в тело человека, и имеет ли это смысл? И вообще, что с этим делать? В это время здесь уже были йоги, были всякие отшельники-аскеты, и всем этим очень заинтересовался гениальный мальчик, сын княжеского рода Шакья. Звали его Сиддхартха или Шиддхартха, а потом Будда. Он обошел всех этих учителей, не удовлетворился их учениями и создал свое собственное. Учение его было до крайности простое в начале и стало невероятно сложным через 2000 лет. Изначально оно заключалось в том, что в мире у людей есть желания, которые порождают при неудовлетворенности страдания, а страдания ведут к смерти. Следовательно, для того, чтобы избавиться от смерти, надо не страдать, а чтобы не страдать, надо ничего не желать, и тогда избегнешь и страданий, и смерти. Будда сложил ноги калачиком, сел под пальмой и стал ничего не желать. Но это оказалось дьявольски трудно. Говорят, что ему, царевичу Сиддхартхе, это удалось. Он даже учил, как это делать, и чудеса творил. 12 чудес сотворил, потому что демон Мара не демон длинные руки, а демон Мара, то есть обман, иллюзия. Насылал на него всяких чудовищ. Например, насылал бешеного слона, которого он усмирил, и всякие другие неприятности, но он и с этим легко справился. Гораздо труднее ему было справиться со своими ближайшими учениками. Был такой Девадатта, который, усвоив его учение, решил сделать побольше. Он вел наряду с отречением от желаний строгий аскетизм. Сам Будда считал, что человек должен для спасения не страдать ни в коем случае, то есть получать достаточно пищи. И у него была чашечка такая, ему туда клали рис или овощи, заправленные постным маслом. Он питался чашечкой в день. Этого хватит, если с постным маслом, да еще хорошим, так и действительно достаточно. Будда запрещал прикасаться к золоту, серебру и женщинам, ибо это соблазны. А Девадатта еще сказал: нет, мы еще и поголодать можем. А это было уже искушение, и это было уже ни к чему. Хоть ты и можешь перенести голод, но зачем? Это же страдание. Это влечет вкус к разрушению чувства жизни. Аскетизм категорически противопоказан идее Будды. И поэтому община Будды раскололась еще при его жизни, но ученики все-таки слушали, что он говорит. Дамы знатные приглашали его и говорили: ладно, не прикасайся, но ты и нам хоть что-нибудь расскажи. И давали ему взносы на общину. Он ни к чему не прикасался, там ученики брали и использовали на благо дела. А учил он многих.
Так что после него осталась довольно большая память, но ни одного записанного текста не публиковали в те времена. Но кончилось все это для него очень печально. Потому что, понимаете ли, хотя он и построил свою систему абсолютно логично и, казалось бы, непререкаемо, и действительно не впадал, видимо, ни в какие соблазны и искушения, тем не менее судьба ему уготовила такое искушение, от которого он не мог удержаться. Сострадание. Пока он сидел под пальмой и пользовался уважением всей Бенгалии, соседнее племя напало на его княжество Шакья и перебило всех его родственников. И вот ему об этом сообщили. И 80-летний старик, самый уважаемый в Индии человек, с палочкой пошел. И прошел, понимаете ли, по саду, в котором играл ребенком, по дворцу, где его воспитывали. И везде лежали его родственники, его слуги, его няньки, его друзья, разрубленные пополам, искалеченные, изувеченные. Кровью все было залито. Он это все прошел, не смог остаться равнодушным и вошел в нирвану. Кстати, все ли знают, что такое нирвана? Нирвана — это понятие, которое исключено на Западе вследствие логического закона, исключенного третьего. У нас 3 закона логики. Закон тождества. А — это А. Закон противоречия. А — это не Б. И закон исключенного третьего, основной. Согласно ему, нет ничего такого, что может быть одновременно и А, и не А. То есть в данном случае вещь или существует, или не существует. Так вот, нирвана исключает этот закон. Нахождение в нирване означает одновременно существование и несуществование. У индусов своя логика. Как видите, все совершенно по-иному. У нас вошел в нирвану, значит скончался, но по буддийским учениям, и индусы это признают, Будда не умер. Он только переменил модус своего состояния, место своего обитания. Из сансары, вечно двигающегося мира, он перешел в нирвану, и там сейчас обитает. То есть он ничего не знает, ничего не видит, ничего не слышит, ничего не хочет. Он находится в вечном покое. Он несчастлив, и он не несчастлив, потому что счастье и несчастье – понятия относительные, а их в нирване нет. В общем, что он есть, что его нет, совершенно одинаково. Сохранилось только его учение и память. Ну, потом, 3 века спустя, его учение восстанавливалось по памяти, из уст в уста передача шла. И получился первый источник, называемый Трипитака, 3 корзины текстов, то есть 3 корзины мемуаров. Вы знаете, я встречал людей, которые писали всякие мемуары по поводу моей покойной матери, и я могу сказать, как врут мемуаристы. Я думаю, что Будда не исключение в данном случае. Про него тоже врали, но тем не менее 3 корзины мемуаров – это первичный источник 3 века до нашей эры. А сам он скончался в V веке, примерно за 250 лет до того, как эти мемуары были опубликованы. Дальше буддизм распространялся, но не в этом дело. Как видите, постановка проблемы, цели, направления, задачи – все было совершенно отлично и от персидского, и от эллинского вопросов и развития культуры. Сказать, что Будда был религиозным человеком или антирелигиозным, просто нельзя, потому что этих понятий он не знал. Он, конечно, признавал, что есть боги, это каждый понимает, девы. Ну а как же, куда же они денутся? Есть, конечно. Но молиться им он не рекомендовал, потому что они существа хотя и не вечные, но долговечные, достаточно долговечные. А чего им, собственно, молиться? Но если какая-то старушка пришла и говорит: «Учитель, я привыкла молиться Индре, могу ли я достигнуть этим путем спасения?» Он: «Да, бабушка, молись Индре, этим путем ты тоже придешь к спасению». То есть ему это было абсолютно безразлично. Когда его спрашивали, как устроен мир, то он отвечал вопросом на вопрос: а какого цвета волосы ребенка нерожавшей женщины? Ему говорили: «Учитель, что ты глупости спрашиваешь? Раз она не родила, нет ребенка, значит нет волос и нет цвета». «Так вот, — говорит он, — и мира нет. Чего же вы меня глупости спрашиваете? Это только то, что вам кажется. Это обман чувств». А что же есть? Что он говорил, я вам не могу сказать. Но думаю, что и никто не может сказать. Но впоследствии, уже по трудам последующих буддистов, выяснилось, что есть поток дарм. Дарма — слово, имеющее 47 значений. Но в данном случае нужно предпочесть одно из них, один из нюансов. Дарма — квант закономерности.
Это не материальный атом, это не идея платоновская, нет. В мире существуют причинно-следственные связи, которые квантуются. Каким образом, я сейчас объяснить не могу, я просто сообщаю, что так есть. И квант закономерности называется дарма. Еще дарма означает закон, то есть у этого понятия много значений. И вот они несутся и сталкиваются, и иногда образуют сканды. А сканды в сочетании по нескольку сканд образуют душу человека. И душа эта может либо достичь нирваны, либо не достичь. Потому что если она сильно нагрешила, то она разваливается на свои составные части и теряет индивидуальность. Потому что индивидуальность души — это сочетание сканд, а если нет сочетания, тогда нет и души, пропало. Как Пер Гюнд, герой поэмы норвежского драматурга Ибсена, которому говорили, что его душу пустят на переплавку, потому что он, вообще говоря, очень подло себя вел. Поэтому важно достигнуть совершенства, а совершенство можно достигнуть только одним способом — через человеческое существование, ибо девы не могут достигнуть совершенства, им и без того хорошо, они долго живут и поэтому не эволюционируют. Ни асуры, которые слишком заняты, они все время готовятся к войне с богами, а после очередного поражения опять готовятся. Так что им просто некогда заниматься совершенствованием. Животные? Они неразумны, они не знают, что нужно стремиться к совершенству. Демоны, живущие в преддверии ада, прита или бириты, они, понимаете, все время голодны. Их изображают так: большущая головища и маленький ротик диаметром с булавку, тонкая шея, вот такое вот пузище, ножки и ручки. И поэтому, когда он хочет есть, то он не может себя насытить. Через такой узкий рот и такую тонкую шею не проходит достаточно пищи, поэтому он и страдает от голода. А если он вливает жидкость какую-нибудь или какой-нибудь питательный бульон, то это из него выходит огнем, и поэтому он очень недоволен. Но и это еще ничего. А там, в подземельях, в низовьях ада живут таму. Ну, про тех ничего нельзя сказать, только то, что им очень плохо, еще хуже. Так им, когда они страдают, где уж тут совершенствоваться? Совершенствоваться может только человек. И поэтому весь смысл в том, чтобы совершенствоваться через ряд перерождений, стать святым и, наконец, попасть в нирвану. Друзья мои, если бы Эллину или Персу или нам с вами предложили бы попасть в нирвану и, ничего не делая, существовать, не имея возможности ничего воспринять, ничего сделать, никому помочь, не услышать зова, вообще ничего, так мы бы, пожалуй, не пожелали такого конца. Да и те не желали. А вот индусам это почему-то нравилось, китайцам нет. И поэтому китайцы создали два учения, совершенно не похожих на три мной перечисленных. Китай в VIII и VII веках до нашей эры был расколот на большое количество государств. Я не могу сказать на какое, потому что для каждой эпохи, для каждого десятилетия будет свое. Они все время воевали друг с другом, уничтожали друг друга и овладевали землями и богатствами друг друга. Причем не людьми, нет, они не покоряли людей, они убивали их и заселяли освобожденные земли своими потомками. Вот такое безобразие продолжалось у них с VIII по III век до нашей эры. И даже выражение было «вырезать город», то есть убить всех, включая детей. А потом своими детьми эту страну населить. Потому что у китайцев женщины рожали детей ежегодно, и каждая женщина производила за свою жизнь 15-20 детей. А в благодатном климате прокормить их можно было. Болезней особых тоже не возникало, и поэтому размножение там шло такое, которое стимулировало и массовое уничтожение соседей. Но жить в таком кошмаре было более чем трудно, и поэтому возникли идеи выхода из постоянной войны, тотальной, братоубийственной, омерзительной войны. Одной из них возглавил известный Кунцзы, которого стали называть Конфуцзы. Фу — это выражение уважения к нему, Конфуций. Другое направление возглавил его младший современник Лао Цзы, который был у одного князя библиотекарем, а потом ушел в отшельники. Все из библиотеки начинается, заметьте. Конфуций сказал, что, конечно, кругом делается очень много безобразий, но это потому, что люди необразованны, надо их научить. Надо ввести просвещение, научить их чувству долга, и тогда они будут вести себя прилично. Были введены 3 категории долга.
высший долг по отношению к родственникам, второй долг ниже рангом по отношению к общине, еще ниже по отношению к государству, то есть интересы родственников надо было предпочитать интересам государства. Например, был случай даже, когда какой-то старикан занялся кражей, не то овец, не то ослов, какого-то скота, и сын на него донес. Так вот, Конфуций это осудил и сказал: он, конечно, крал у своих соседей, у общины, но сын должен был уговорить старика, чтобы тот вернул это украденное или вообще перестал бы этим заниматься. Потому что долг отца к сыну, членов одной семьи, выше, чем долг по отношению к общине. А если община страдала от князя какого-нибудь или вана, то надо было интересами общины руководствоваться в первую очередь. А клан уже после нее шел в третью очередь после семьи и общины. Что же было основным в учении Конфуция? Он хотел научить всех ванов, как правильно себя вести, как управлять государством, как соблюдать церемониалы и обычаи, и как отражать иноземных варваров, жунов и мани, которых было очень много, и которым китайцы тоже жизни не давали. Но как это воспринимали эти самые ваны, это среднее между царем и князем, это такой китайский титул, это можно понять. Каждый человек, особенно начальник, терпеть не может, чтобы его учили. И поэтому Конфуцию приходилось бегать от одного князя к другому, потому что ему за поучение и за назидание грозили всякие наказания вплоть до смерти. Но он бегал с учениками своими, труды свои оставлял, рассеивая их по Китаю в огромном количестве, школу создал. И конфуцианство просуществовало вплоть до середины XX века, пока не было запрещено уже совсем недавно. А Лао Цзы пошел по другому пути. Он сказал, что все установления человеческие дрянь, что надо подражать природе. Надо идти на гору, гор там было много, и все они были лесистые, и климат теплый. Снег южнее хребта Цинлин, вот этого хребта, не выпадает вообще, так что можно круглый год сидеть на природе. И надо сидеть на природе и подражать животным, птицам, изучать законы Вселенной. Надо стараться понять, как погода изменяется, и вызывать дождь, когда нужно. Надо понять, как будущее сменяет прошедшее, то есть научиться гадать. Надо изучить человеческий организм, чтобы лечить его. Надо изучить, как растут растения, родят животные, то есть он рекомендовал заняться естественными науками. А мир он представлял как дао. Дао — это то, что существует, и то, что не существует. Откровенно говоря, я не мог долгое время, сколько не читал всякой литературы, понять, что такое дао. И вам объяснить не берусь. А вот когда я стал общаться с китайцами, правда, они были не даосы, а конфуцианцы, то все-таки как-то я это понял. Они мне объяснили, и я нутром почувствовал, что такое дао. Дао — это вселенная с диаметром в бесконечность, которая то расширяется, то сокращается до точки, то опять расширяется. И все существа, все люди, согласно даосской системе, существуют через ряд перерождений, потом исчезают. А потом при новом расширении Вселенной возникают заново, вот такая пульсирующая Вселенная. Объяснить я это не могу сам, я не китаец и не даос. А вот когда они мне объяснили, я как-то нутром это расчувствовал, полем расчувствовал. Так что сам-то я знаю. Вы не смейтесь, ведь пользы мне это никакой не приносит. Ну что из того, что я знаю еще одну какую-то мировоззренческую систему? Ну и хорошо, на здоровье. Выгоды от этого ни малейшей нет. А у Конфуция там все понятно. Когда его спрашивали, есть Бог или бессмертие, он говорил: ну это не важно, это несущественно. Не о том надо думать, не тем надо заниматься. А как устроены мир и природа? Тоже не важно. Важно знать, как себя вести в данной жизни. То есть, как мы видим, 4 точки нам известные, задетые пассионарным толчком VI века до нашей эры: Древняя Греция, Древняя Персия, Древняя Индия и Древний Китай давали не только разные решения, но и постановка вопроса была у них разная. Объяснить это исключительно влиянием ландшафта и потребностей я, ей-богу, не могу. Вероятно, счет, теорема Пифагора была и китайцам не вредна. Хотя они умели строить прямые углы на земле и строить здания, соответственно, четырехугольной формы. Каким способом они это делали?
Тем ли, как Пифагор или другим, это, в общем, несущественно, но умели. Но эти числовые обобщения им были ни к чему. Так же, как гераклитовское учение об огне и постоянном перерождении. А грекам было совершенно безразлично и даже настырно, если бы их учили, как себя вести по отношению к родителям, к своему городу и каким-то большим государствам. Всплыла она потом у гностиков, но приобрела совершенно иные формы. Там уже не два начала, как Ормуст и Ариман, равноценные в зеркальном отражении, а свет в виде эонов, то есть нисхождение божества и тьма в виде материи, которая облекает этот свет. Все материальное было объявлено греховным, злым, противоестественным и так далее. Так вот, понимаете, нам философия-то эта важна только как индикатор, как лакмусовая бумажка, по которой мы рассматриваем разнообразие культур и разнообразие тех проявлений одного и того же пассионарного толчка. Толчка, который поднял население вот этих территорий на одной линии. Но что здесь идет за счет природы, а что за счет генетической памяти, что за счет традиционной, этого я вам сейчас не могу сказать, потому что мы решаем вопрос в общем виде, а не в частностях. Для каждой частности нужно специальное исследование. Мы пока определяем путь этих исследований. Но я чувствую, что должен возникнуть вопрос. А может быть, все-таки эта природа определила то или другое направление мысли? И может быть, эта природа сделала людей интересующимися теми или другими вопросами? То есть природа действует последовательно? Будь сейчас жив Монтескьё, и будь мы в XVIII веке, то все французские материалисты меня бы сейчас оплевали, потому что понятия энергии у них еще тогда не было, и сказали бы: так каждому же ясно. У китайцев свои интересы, у греков свои интересы, у индусов свои, у персов свои. Шарль Луи Монтескье, 1689-1755 годы, французский правовед, философ, писатель. В основном сочинении «О духе законов» обосновывал различные формы государственного устройства и общественной жизни, исходя из природных, географических и климатических условий. А проверим другим пассионарным толчком. Так ли это получается? В VII веке нашей эры, примерно по той же линии, прошел другой пассионарный толчок. Рассмотрим его и посмотрим, как он повлиял на создание культур уже в Средневековье. Я уже рассказывал, что в VII веке здесь, в Центральной Аравии, создалась мусульманская община, которая совершенно начисто перекрыла все традиции древнеарабского племенного этноса. Он делился на целый ряд групп, относившихся между собой, как нынешние французы, к итальянцам или к испанцам. То есть совершенно разные этносы. Этот толчок, который мы зафиксировали здесь в начале VII века, прошел через долину Инда, затем он пошел севернее, через долину реки Брахмапутры, через Южный Тибет, затем через Северный Китай, вот таким образом. Даже еще севернее, вот так, через Маньчжурию. То есть это было примерно на 10 градусов севернее, чем тот толчок, хотя он был тоже широтный. И мы его можем вполне четко определить по 4 точкам. Раз – арабы-мусульмане, Центральная Азия. 2 – Раджпуты, долина Инда. 3 – боты, Южный Тибет. 4 – Северный Китай, Шэньси и Шаньдун. Арабы-мусульмане, Центральная Аравия. Объединение племен Аравийского полуострова. Смена религии, ислам. Расширение от Испании до Памира. Раджпуты, долина Инда. Низвержение империи Гупта. Уничтожение буддийской общины в Индии. Создание религиозной философии Веданты. Троичный монотеизм. Брахма, Шива, Вишну. Боты, Южный Тибет. Монархический переворот с опорой на буддистов. Расширение в Центральную Азию и Китай. Табгачи, Северный Китай. На месте почти вымершего населения Северного Китая появились 2 новых этноса. Китайско-тюркский табгачи и средневековый китайский, выросший из группы Гуаньлун. Табгачи создали империю Тан, объединив весь Китай и Центральную Азию. Распространение буддизма, индийских и тюркских нравов. 5 точку я предлагаю пока оставить без особого внимания, так как VII век для Южной Маньчжурии и Приморья – это еще не очень ясное и исторически неизученное время.
Но нам достаточно этих 4 точек. Итак, что же здесь случилось? Древние арабы находились в фазе гомеостаза. Хотя у них и сохранились остатки своих старых верований, но они относились к ним сверхиндифферентно. Бедуины, наиболее консервативная часть населения Аравийского полуострова, они почитали звездных богов. Каждая звезда была для них божеством, а так как звезд простым глазом видно около 3000, то, соответственно, и богов было столько же. И кроме того, звезды далеко, и можно их было посчитать, но практически не обращать на них никакого внимания. Так бедуины и поступали, занимаясь пастьбой верблюдов и грабежом караванов. В каменистой Аравии, вот здесь, было большое количество христиан и иудеев. Ну, иудеи не могли распространять свою религию, потому что иудеям надо только родиться, а христиане распространяли свое учение. Но иудеи создавали такую атмосферу, которая помогала распространяться, потому что и там был принцип строгого единобожия. И поэтому учение о едином Боге арабам было не чуждо. Они его знали, но относились к нему тоже довольно равнодушно. Но в конце концов, при торговых операциях на базаре о вере никто не спрашивал, а там как хочешь. Персидские воззрения, учение о 2 началах, Ормузде и Аримане, имело развитие в Восточной Аравии в Йемене, где была постоянная война с абиссинцами-христианами, и поэтому предпочитали держаться персидской ориентацией. Отсюда арабы узнали о том, что есть Бог и дьявол, сатана, шайтан. Ну, это тоже было всем понятно, потому что все плохое можно было свалить на шайтана. И это всех устраивало, не вызывало никаких эмоций. Что сделал нового Мухаммед? Догматически ничего. Ислам с точки зрения чистой догматики – это сочетание всех христианских ересей, бытовавших в это время на Ближнем Востоке. Там и учение о том, что Христос – это не Бог, а просто пророк, но святой человек, через которого Дух Божий говорил. Это все понятно. Полное уважение к Мариам и Исе как предшественникам Мухаммеда – это близко к арианству. То, что Бог совершенно един – это близко к монофизитству. То, что Христос ниже Бога Отца и надо больше изучать Его книги – это близко к несторианству. В общем, коллизия из всех существовавших течений, отвергнутых Византией, легла в основу мыслей Мухаммеда, который был человек совершенно безграмотный, но исключительно способный. Читать не умел, писать тем более, но запоминал все, что слышал. И так он создал всеобщую картину мира. Если говорить с точки зрения теологии, в ней не было ничего нового, но с точки зрения пассионарного настроя поля, это было грандиозно. Потому что те, кто входил в мусульманскую общину, ломал все связи со старым бытом, забывал, к какому племени он принадлежит. Конечно, они иногда и вспоминали, но это уже считалось отступлением от ислама. Если он был раб, он немедленно становился свободным, потому что мусульманин не может быть рабом у мусульманина. Грешно держать мусульманина в рабстве, поэтому он освобождался. Эти самые рабы великолепным образом защищали веру ислама. В общем, настрой был таков, что он дал возможность консолидировать силы арабов и захватить колоссальную территорию от Атлантического океана до Памира. Это было единое настроение. А в Индии, где толчок того же времени захватил долину Инда, этническая и природная ситуации были совершенно иными. Долина Инда – это территория по климатическим и ландшафтным данным весьма похожая на нашу Туркмению. То есть пески кругом, пригорки с редкой травой, большая река течет, как у нас Амударья, а тут Инд. Река мелкая, с перекатами, хотя и очень многоводная. На ней масса островов, намытых из песка. Так что индусы даже во время английского господства предпочитали переплывать Инд не на катере, который ходил с одного берега на другой и огибал все острова, а на бурдюке. Правда, в Индии есть крокодилы, но индусы к ним привыкли. Брали с собой длинную палку, и когда крокодил хотел напасть на плывущего индуса, индус палкой бил его по ноздрям, и крокодил сразу убегал. Эта река и окружающая пустыня были своего рода ландшафтным продолжением Средней Азии. Поэтому в долине Инда осело довольно много племен, иногда вследствие завоеваний, иногда вследствие бегства от противника. Основных племен было 3 – Кушаны, Саки и Ифталиты.
Но попав на новую территорию, они забыли о своем происхождении и смешались с аборигенами, и различать их от местных жителей было очень трудно. То есть по внешности они совершенно сходились, а различать их можно было только по культам. Среднеазиаты предпочитали солнце в качестве основного божества, а индусы — змея. Но это как-то устроилось, между собой они не спорили. А в Центральной Азии, вот здесь, вот включая долину Инда, гораздо ближе, но вот здесь, была могущественная и культурная империя династии Гупта, очень почитавшая солнце Адитью и буддизм. Буддисты были в большом почете в империи Гупта, как и во всех деспотических империях в деспотических режимах. И этот симбиоз был очень выгоден и для буддистов, и для деспотического режима империи Гупта, потому что те обжимали со страшной силой своих крестьян и свое податное население, чтобы поддержать пышность своего двора и могущество наемного войска. А буддисты при этом проповедовали, уже поздние буддисты, что поскольку мир — иллюзия, то есть, если от тебя отнимают иллюзорные деньги, иллюзорный хлеб или заставляют тебя работать на постройке иллюзорной дороги, так тебе все это только кажется. Ты делай, так оно спокойнее. А в общем-то ничего особенного не происходит. И понимаете, индусы подчинялись, куда денешься? Раз пассионарности нет, будешь подчиняться. Но пассионарный толчок, захвативший долину Инда, повлиял на индусов так же, как на арабов, в смысле их консолидации. Но концепция у них сложилась совершенно иная. Они вспомнили, что когда-то была древнеиндусская религия, о которой они уже забыли и думать, потому ее знали только ученые-брамины, которые читали на языке санскрит. А язык этот искусственный, вроде нашего церковнославянского, и простые раджпуты и понимать-то не могли, что там написано. Но они попросили какой-нибудь мудрости, чтобы создать свою этнокультурную доминанту. И нашелся такой брамин, Кумарила Бхатта, очень почтенный человек, который заявил, что буддисты говорят чушь, утверждая, что мир — иллюзия. Похоже, что он говорил примерно то же, что мой отец. Есть Бог, есть мир, они живут вовек. А жизнь людей мгновенна и убога. Но все в себя вмещает человек, который любит мир и верит в Бога. Раджпуты – военно-феодальная каста сословия в средневековой Индии. Группа каст высокого статута в современной Индии. Раджпуты претендуют на происхождение от древней варны кшатриев. Само их название происходит от санскритского «раджапутра», то есть «сын Раджи». Однако большинство кланов раджпутов, всего их 36, происходит не от кшатриев, а от верхушки саков, гуннов, гурджаров и других племен, вторгшихся в Индию в V-VI веках и занимавших с VIII века господствующее положение в различных районах Северной Индии. Рядовые члены кланов, составлявшие военную силу государств, получали деревни в условное держание и превращались в мелких, нередко коллективных землевладельцев. В период мусульманских завоеваний XII-XIII век раджпутские князья лишились большей части владений, сохранив их главным образом в предгорьях Гималаев и в Раджастхане. Раджпуты до сих пор составляют многочисленный слой среди землевладельцев Северной Индии. Вывод из этой концепции был крайне простой. Бей буддистов и ломай империю Гупта. К тому же династия прекратилась, у власти стояли узурпаторы. Сначала Харша-Вардана, а потом некий Тирабхукти, редкий прохвост. И поэтому империя эта довольно быстро рухнула под напором раджпутов. Раджпуты разнесли ее на своих саблях, причем Кумарила и подобные ему брамины приказывали убивать всех буддийских монахов. А так как буддист в Индии — это обязательно монах, а не монах уже не буддист, то отличать их было крайне просто. И с ними покончили довольно быстро. Но были слои населения, которые поддерживали режим Гупта и, соответственно, буддизм. И тогда была перестроена система каст. Тех, кто помогал раджпутам в их раджпутской революции, она так и называется сейчас в центральной индийской литературе, поместили в высшие касты, отличающиеся от старых варн, которых было всего 4. Новых каст стало много.
Сторонники браминов попали в высшие касты, нейтральные в средние, а те, кто протестовал, попали в прикасаемые, но самые низшие. А были еще неприкасаемые, которым было хуже всего, потому что им, например, запрещали пить воду из источников или из реки, а можно было пить только из следов животных или росу слизывать. Дотронуться они не могли ни до кого и выполняли самые грязные и самые малооплачиваемые работы, а некоторым вообще грозила смерть. И тогда те, кому рискованно было оставаться в Индии, убежали из нее и появились сначала в Средней Азии, потом на Ближнем Востоке, потом в Европе и в России. Вы их знаете, они до сих пор странствуют и называются цыгане. Каста, португальская каста – род происхождения, эндогамная группа людей, занимающая строго ранжированное место в социальной иерархии, связанная с традиционными занятиями и ограниченная социальной традицией в общении друг с другом. В той или иной форме признаки деления на касты имелись в общественном строе многих древних и средневековых социумов. Но только в Индии кастовая организация сформировалась во всеобъемлющую социальную систему. По Индийской конституции 1950 года касты равноправны, и кастовая дискриминация запрещена законом. Однако определенные кастовые различия в Индии, прежде всего в сельской местности, существуют до настоящего времени. Единого государства раджпуты не создали. Это были люди крайне независимые, которые не хотели никому подчиняться. И поэтому они создали массу мелких княжеств, враждовавших друг с другом, но скрепленных единой системой каст, то есть единым стереотипом поведения и единой браминской религией. Тем не менее, она раскололась на два исповедания, иногда споривших друг с другом, но не боровшихся. Во главе новой индийской религии, которую оформил один из последователей Кумарилы Шанкара, была троица, подобная троице христиан, но строящаяся по совершенно другому принципу. Творящий Брахма все время спит, но время от времени он просыпается и творит мир. Потом мир опять портится, а Брахма спит. Потом он опять просыпается, видит такое безобразие, творит мир заново и так до следующей порчи. А в мире действуют два начала. Охраняющее начало — это Вишну, и начало, уничтожающее и воссоздающее — это Шива. Жрецы Вишну назывались учителями, гуру, а вишнуиты были обязаны воздерживаться от всякого рода опьяняющих напитков, которые разрушают тело, и обязаны были оказывать знаки внимания всем женщинам вишнуитского культа. Вот приходит старичок, какой-нибудь учитель, в деревню. Так он должен переспать со всеми женщинами этой деревни, иначе жуткая обида. Значит, он какую-то семью обошел своими благами, а он должен всем верным оказать знаки внимания вполне естественные. Ему, может, и неохота, но обязан. Может, там какая-нибудь старушенция или уродина. Это не имеет никакого значения. Выполняй свой служебный долг. Шиваитам же, наоборот, категорически запрещалось соприкосновение с дамским полом, но вменялись в обязанности наркотические и опьяняющие напитки для того, чтобы как можно скорее изнурить свою плоть, уничтожить ее, чтобы она восстановилась заново. Идея переселения душ, естественно, осталась, потому что она была в основе всей восточной мудрости. Иногда шиваиты с вишнуитами спорили, но эти споры не были, как мы бы сказали, антагонистическими. Они скорее походили на борьбу демократической и республиканской партий в Америке. Одна дополняет другую. Порядка в это время в Индии было довольно мало, потому что Южная Индия с трудом подчинялась новому раджпутскому режиму, но они ее все-таки завоевывали и наводили свой порядок. Кончилось это довольно быстро. Мусульмане появились на границе Индии. Сначала арабы по морю высадились в Синде, а потом среднеазиатские газневиды начали делать походы через Гиндукуш, через Хайберское ущелье, прозванное воротами в Индию, то они не встречали сопротивления разрозненных индусских княжеств.
Объединиться эти раджпуты никак не могли, и потому их довольно быстро подчинили себе мусульманские властители, установив в Индии мусульманскую верховную власть. Но эти мусульманские султаны ничего не могли поделать с настроем жизни, со стереотипом поведения, с местными воззрениями и всеми этнографическими особенностями, которые установились в результате этого пассионарного толчка. Газневиды – династия тюркского происхождения, правившая в Газневидском государстве, основанном в 962 году саманидским полководцем Алптегином. Наибольшего могущества государство газневидов достигло при Себук-Тегине и особенно Махмуде Газневи 998-1030 годы, когда в его состав входили территории современного Афганистана, ряд областей Ирана, Средней Азии, северных и северо-западных провинций Индии. В период расцвета государства его правители поощряли развитие науки и культуры. При дворе газневидов жили и творили выдающиеся ученые и поэты – Бируни, Фердауси и другие. И как ни странно, и мусульмане, и сменившие их англичане вынуждены были с этим мириться, иногда даже во вред себе. Потому что если какой-нибудь мусульманский султан вдруг нарушал какой-нибудь обычай индусов, то его в один прекрасный момент кусала кобра. Вот идет он по своему дворцу в гарем, скажем, а кобра выскочила и укусила. Неприятно. Лучше не нарушать обычаи индусов. Мусульманские владыки знали это очень хорошо. Англичане с такими вещами справлялись, но они спасовали перед другой коллизией. Дело в том, что выросли такие большие торговые города, как Бомбей, а это город с несколькими миллионами жителей. И неприкасаемые, которые только одни и могли заниматься уборкой улиц, ни один индус под угрозой потери касты не возьмет метлу в руки, повысили цену на свой труд. А жившие там англичане и англичанки не могли у себя дома вытереть пыль, хотя это им ничего не стоило, взял тряпку и обтер, под угрозой того, что с ними перестанут общаться все индусы. Поэтому им приходилось нанимать домработницу, какую-нибудь индусскую из низшей касты, которая приходила, вытирала пыль и брала половину зарплаты мужа. А когда они уж совсем обнаглели, то устроили забастовку метельщиков и уборщиков во всем Бомбее, и ни одного штрейкбрехера не нашлось, представьте себе. Лучшие адвокаты у них были, так как они были каста. Они имели свою организацию. Они выбрали талантливых мальчиков из своей среды, там, естественно, были способные ребята, которых послали в Англию, в Оксфорд и Кембридж. Те кончили юридические факультеты, стали адвокатами, вернулись и начали представлять их интересы. Самым выгодным оказалось быть членом низшей касты. И доходы, и работа не пыльная, то есть пыльная, но денежная. И при этом никакой конкуренции. Так что новый стереотип поведения оказался чрезвычайно жизнестойким. Он дожил с 7-8 веков, когда он установился, до 20 века. Как будут с этим справляться новые правители Индии, я не знаю. Касты отменил только Джавахарлал Неру, но Неру был индус только по рождению. По всему своему строю жизни, по настрою, по профессии, по образованию, по всему, это был просто английский журналист. И, естественно, он вел английские порядки. А что-то из этого получится, вы сами посмотрите. Я не знаю. Совершенно иначе дело пошло в Тибете. Тибет – страна горная и изолированная, но изолированная довольно относительно. В V веке северная и западная части Тибета были населены индоевропейскими племенами, близкими к индусам. Там жили дарды и моны. Они поддерживали светлую религию Митры, но очень искусились в колдовстве и волшебстве. Они порчу наводили, какие-то травы у них были, гипноз. Всего такого у них было полным-полно, и при этом сами они были европеоидного типа. А вот здесь, из Южного Китая, некитайские племена постепенно поднимались по великой реке Брахмапутри, здесь она называется Сампо, и их назвали кяны. В Тибете они встретились с дардами и монами. О происхождении тибетцев, возникших на месте этого этнического контакта, у самих тибетцев была легенда, предвосхитившая Дарвина, что тибетцы произошли от обезьяны.
Но только в отличие от Дарвина, они считали, что обезьяна — это был самец, а самка была ракшатица, ну, вроде самки лешего. Ракшасы — это горные лесные духи. И вот когда она увидела этого прекрасного царя обезьян, который решил спасаться по буддийской вере в Тибете, она в него влюбилась, пришла к нему и потребовала, чтобы он на ней женился. Бедный этот самый царь обезьян, отшельник, ученик Бодисаттвы Авалокиты, он меньше всего хотел удовлетворить желание этой ведьмы. И вообще он хотел заниматься спасением души и отшельничеством. А вместо этого, вот тебе, пожалуйста, явилась такая вот влюбленная. И он категорически отказался. Тогда она спела ему песню. «О, обезьяний царь, услышь меня, молю. По воле злой судьбы я бес, но я люблю. И страстью сожжена, теперь к тебе стремлюсь. Со мной не ляжешь ты, я с демоном сольюсь. По 100 000 душ мы будем убивать, мы будем жрать тела, мы будем кровь лизать. И породим детей, жестоких словно мы. Они войдут в Тибет, и в царстве снежной тьмы у этих бесов злых возникнут города. И души всех людей пожрут они тогда. Подумай обо мне и милосерден будь, ведь я люблю тебя. Приди ко мне на грудь». Здесь Гумилев пересказывает легенду в соответствии с тибетским сочинением XIV века «Светлое зерцало царских родословных», автором которого является сакьяский лама Саднам Гьялцан. Перевод стихов Льва Гумилева. Бедный отшельник, испуганный такой настойчивостью, обратился к Бодисаттве Авалоките и стал ему молиться. «Наставник всех живых, любви и блага свет, я должен соблюдать монашеский обет. Увы, бесовка вдруг возжаждала меня. Мне причиняет боль, тоскуя и стеня, и крутится вокруг, и рушит мой обет. Источник доброты, подумай, дай совет». Авалокита подумал, посоветовался с богинями Тонир и Тара и сказал: «Стань мужем горной ведьмы». А богини закричали: «Это очень хорошо, даже очень хорошо». И народили они детей. Дети были самые разные. Одни были умные, похожие на отшельника, другие хищные, похожие на маму. Но все они хотели есть, а есть было нечего, потому что отец и мать, занятые самосовершенствованием, о них не заботились, и они стали кричать: «Что же нам есть?». Тогда этот самый отшельник обратился опять к Авалоките и пожаловался ему, что вот теперь сижу в грязи средь сонмища детей, наполнен ядом плод, возникший из страстей. Греша по доброте, я был обманут тут. Мне давит душу страсть, страдания гнетут. Духовные дела и мук духовных яд, и боли злой гора всегда меня томят. Источник доброты, ты должен научить, что надо делать мне, чтоб дети стали жить. Сейчас они всегда, как бесы, голодны, а после смерти в ад не зринуться должны. Источник доброты, скажи, скажи скорей, и добрый мне совет пролей, пролей, пролей. Авалокита помог ему и дал бобы, пшеницу, ячмень и всякие плоды и говорит: «Брось в землю, они вырастут, будешь кормить детей». И вот из этих детей появились тибетцы. Как видите, легенда довольно точно передает коллизию, которая исторически подтверждается. Наличие двух этнических субстратов, которые в условиях пассионарного толчка консолидировались и создали единый, монолитный и весьма энергичный, хотя и многоэлементный, мозаичный внутри системы тибетский этнос. В основе этого дела была религия Бон и племена, которые возникли на базе европеоидного дартского монского с одной стороны, а с другой — монголоидного кианского элемента. Киан — древнее слово, так назывались монголоидные тибетцы. В общем, потом оказалось, что Южный Тибет представляет собой долину, заселенную разными племенами со своими племенными вождями, скрепленную одной верой, той самой митроистической, о которой я рассказывал, и не имеет возможности никак объединиться.
Потому что каждое племя, естественно, не хочет признать главенство другого племени. Но тут тибетцам повезло. В эпоху великого упадка Китая в V веке, когда в бассейне Желтой реки шла жуткая резня, один из вождей побежденного отряда сбежал от своих победителей-табгачей. Он бежал в Тибет. Звали его Фанни. И тибетцы страшно обрадовались, что он пришел, да еще с отрядом, и выбрали своим царем. Это не то царь, не то председатель, не то президент, не то высшая должность с полномочиями, но без всякой возможности их осуществления. Это особое совершенно слово – ценпо. Ну, в общем, он стал главой для всех тибетцев с большими прерогативами, но без реальной власти, потому что он должен был считаться и со жрецами Бона, и с племенными вождями. Тем не менее, организация была достигнута. Тибетцы стали распространяться на запад, завоевывая вот здесь памирские земли, на восток Шаншун они не захватывали, потому что жить там нельзя. Там слишком большая влажность, и муссоны с Индийского океана достигают северного Тибета и здесь выпадают. Дальше, через Кунь-Лунь, они не переносятся. И поэтому в северном Тибете такая влажность, что и кизяк гниет сразу же, не сохнет. И деревья, если падают, немедленно гниют. Не с чего развести огонь, хотя лесов и зверей много. Костер не разожжешь, и потому жить нельзя. Поэтому тибетцы двинулись на восток и на запад, на завоевание. Но при этом каждый поход надо было согласовывать со всеми вождями племен и жрецами религии Бон. Шен назывался этот жрец. И поэтому царская власть была в очень тяжелом положении, она не имела основ. Как я уже сказал, буддийские общины всегда ютятся у подножий деспотических престолов, потому что деспот не имеет опоры в народе. Он нуждается в том, чтобы у него были интеллигентные советники и сотрудники, не связанные с народом. А поскольку буддийская община по принципам своим всегда экстерриториальна, человек, вошедший в общину, рвет все связи. Но если он при этом достаточно энергичен, пассионарен и интеллигентен, то его очень удобно использовать как советника, как чиновника для всяких дел. И этот опыт перенял один из ценпо Сронцангамбо. Он пригласил к себе буддистов и сказал, что разрешит им проповедовать буддизм в Тибете. А в их лице он надеялся получить противовес против племенных вождей и жрецов бонской веры. Коллизия это вообще-то известная. Престол, который поддерживают народные массы, выступает против аристократии и традиционной церкви. В Европе такое бывало неоднократно. Кончилось это для него плохо. Источники пишут о постройке им грандиозного дворца Патала, который вы сейчас можете увидеть на многочисленных картинках. Он стоит до сих пор, тогда строили очень надежно. Вокруг дворца тогда валялись вырванные глаза, отрубленные пальцы или руки, головы, ноги людей, которые или не хотели принимать буддийскую веру, или спорили с ним. Потом куда-то исчез сам Ценпо, буддизм оказался в гонении. Я просидел несколько лет над историей этих лет Тибета. И установить здесь хронологию при наличии даже нескольких версий, собственно, тибетской, китайской, сведений, которые в Индии сохранились, отрывочные и переведены на английский, сейчас доступны, оказалось очень трудно. Стало только ясно, что в Тибете сложились две партии. Монархическая, которую поддерживали буддисты и которая стремилась совершить монархический переворот с ущербом для аристократии и традиционной церкви. И партия традиционалистов-аристократов, сторонников Бона и противников буддизма. С одним из последних, Мажан его звали, произошла такая история. Он фактически был главой правительства при молодом Ценпо и ничего не боялся, потому что знал, что убить его буддисты не могут. Ведь буддисты не могут никого убивать. А раз его не убьют, то он будет держать власть в своих руках. Но буддисты были люди очень отчаянные. Они сказали: «Ладно, мы его не убьем». Заманили его в подземную пещеру, где были могилы старых царей, и заперли дверь. Никто его не убивал, он сам там умер, это его личное дело. Закон был соблюден, а переворот совершен. Царь был объявлен воплощением Манджушри, бодисаттвы мудрости, и начал жесточайшие войны, причем с помощью своих бонских подданных, но правил он при этом при помощи своих буддийских советников. Кончилось это для него тоже плохо,
потому что бонские жрецы его околдовали, когда он изменил своей тибетской жене в пользу индусской жены, и та его приревновала. Послала своего сына, чтобы он потребовал у него нательную одежду. А как только он, испуганный, отдал сыну нательную одежду, то его околдовали, и он умер. Какая там была отрава, я не знаю, но какая-то была. Важно только то, что пассионарное напряжение там было страшное, и власть использовала иноземную культуру для объединения Тибета. Кончилось совершенно трагически. Последний монарх, Лангдарма его звали, перешел в Бонн и начал истреблять всех буддийских монахов. Тогда один буддийский монах его убил, все-таки пожертвовал душой, не жизнью, заметьте, а душой, потому что он должен был после этого развалиться и погибнуть, и уже в нирвану никогда не попадет. Но он ради веры пожертвовал и застрелил того царя и убежал. А потом началась полная анархия. Тибет развалился, а ведь перед этим это была крупная держава. Вот такого масштаба. Непал и части Бенгалии — все был Тибет. Он развалился на свои составные части. Каждое племя оградилось дозорами, каждый монастырь или замок оградился высокими стенами. Выйти куда-нибудь, попасти скот или поохотиться было связано с риском для жизни. То есть в Тибете после этой пассионарной вспышки сгорание прошло настолько быстро, что эти угли, вообще говоря, мешали друг другу жить. Буддизм потерял Тибет полностью. Тибетцы вернулись в старую веру и к колдовству, которое их очень устраивало. Чтобы можно околдовать врагов и опоить их чем-то, или навести на них порчу, и очень хорошие средства борьбы. Но туда в XI веке явился новый проповедник, который стал проповедовать мягкие формы буддизма. А буддизм в это время имел уже огромное количество разных форм. Но об этом говорить мы не будем. А у него оказался талантливый ученик, поэт Миларайба, который сочинял дивные стихи. И эти стихи на тибетском языке, сам Миларайба был тибетец, не индус, дошли до сердец тибетцев. И постепенно тибетцы стали переходить обратно в буддизм, стали усваивать себе его принципы, и даже Бонн разделился на черный Бонн, враждебный буддизму, и белый Бонн, компромиссный буддизму. Это продолжалось до 15 века, пока там не появился новый гениальный тибетский мальчик Дзонхава, который создал «желтую веру», тот буддизм, который имеется сейчас у монголов, бурят и калмыков. То есть имелся. Сейчас его практически и там нет, и у тибетцев нет. Сейчас он уже кончился. Но это уже было под влиянием несторианства, которое было принесено в Восточную Азию христианами в VI веке. Это уже подробности истории культуры, которые нас не интересуют. Мы видим, что характер третьей вспышки совершенно не похож на то, что было во время первой вспышки, вспышки древних культур. Дзонхава 1357-1419 годы, основатель буддийской секты желтошапочников Gelugpa в Тибете, оформивший превращение ламаизма в особое направление в буддизме. Обучался в различных монастырях Центрального Тибета, изучая главным образом тантризм, буддийское направление, в котором придается важное значение персоне учителя, ламы, и постижению тайны учения. В 1409 году основал ламаистский монастырь Галден, в котором установил сложную систему церковной иерархии и ввел пышную обрядность богослужения. Дзонхава канонизирован и входит в ламаистский пантеон. И, наконец, что же было в это время в Китае? Китай кончил свой древний период задолго до VII века. Фактически в «Восстании желтых повязок», описанном Гуанчжуном в книге «Троецарствие», рекомендую к прочтению, он потерял свою пассионарность и существовал по инерции, как здание, которое все время обваливается кусками. Там угол упал, там окно обвалилось, там крыша просела. Вот таким образом он существовал. В 304 году нашей эры хунны подняли восстание против китайцев, которые страшно их угнетали. А хунны жили вот здесь, на севере Китая. Вот здесь вот они жили. И 46 тысяч хуннов против 16 миллионов китайцев
имели грандиозный успех. Они захватили в плен 2 императоров и весь Северный Китай, взяли власть в свои руки, но поскольку они были принуждены использовать китайцев и китаянок, то те, будучи патриотически настроены, стали истреблять хунских царевичей и вождей. Особенно женщины в этом деле усердствовали, они оказались более патриотичны, чем мужчины. В общем, хунское царство пало, оно заменилось царством сяньбийским. Это древние монголы, выходцы из Сибири. Те, в конце концов, тоже погибли. Тут жуткая история. Если кто желает, прочтите мою книгу «Хунны в Китае». Там описана смена 27 правительств за очень короткий 150-летний период времени. Сами понимаете, все это могло быть только при абсолютном несовпадении уровней пассионарности. В одном случае она была выше, в другом ниже, и поэтому одна давила другую. Там у меня в книге все подробно написано, и термин пассионарности уже фигурирует. Так что повторять это не имеет смысла, расскажу только, чем это все кончилось. В середине VI века все иноземные правители в Китае уступили место своим первым министрам, которые расправились со своими государями самым жестоким образом. В лучшем случае их просто убивали, а в худшем рубили на мелкие части и бросали в реку. И образовались 2 государства. Одно вот здесь, Джоусы, а другое здесь, Цинь. Они воевали друг с другом, оба были китайские. И во время этой войны к северу и к югу от Китая были еще 2 государства. Из этих 4 каждое воевало против остальных 3. В результате наступил голод. В Китае это бывает редко, но тут наступил. Какой-то недород был или урожай собрать во время войны было трудно. Убыль населения в Северном Китае считалась до 80%. И после этого, когда опять наступили хорошие годы, плодородные, победило всех вот это северо-западное китайское государство, конечно, более культурное, богатое и населенное. Начался жуткий прирост китайского населения с совершенно иным генофондом, с совершенно иными традициями, с иным произношением своих слов, с иными целями и установками, чем у древнего населения. С древностью этот средневековый Китай роднит только традиционная иероглифическая система, которая осталась и до сих пор существует, но пока считать это культурное достижение, так сказать, связующим звеном нет никаких оснований. А раз изменился и стереотип поведения, и нравы, и обычаи, и цели, и задачи, то, естественно, должны были измениться и культурные идеалы, и культурные влияния. Победившая в результате жутких культурных войн династия Тан была смешанного тюрко-китайского происхождения. Сам ее основатель, император Тайцзун, второй император династии Тан, но он был и основатель ее. Когда примирились остатки саянских кыргызов, сказал: «Мы с вами родственники, мы с вами единоплеменники одного народа». Он проявил невероятную любовь ко всему западному, а для Китая Запад — это Монголия, Средняя Азия и Индия. Индия в это время, в VII веке, давала буддизм. В самой Индии буддистам стало плохо, и поэтому они с удовольствием переезжали в Китай, чтобы становиться там учителями. В Монголии жили древние тюрки, исключительно воинственный народ, которые, будучи побеждены этим Тайцзуном, признали его. Ли Шиминь его звали. Он был очень хороший, благородный человек. Они подчинились не Китаю, а вот этому Ли Шиминю, которого считали своим ханом и были его верными сторонниками. А сагдийцы, на которых в VII веке со страшной силой давили арабы, бросались в Китай за помощью, просили гарнизонов, просили полевых войск, чтобы их спасли от их арабских грабителей. И вместе с этими дипломатами туда шли деньги и вещи. Танская династия была самой западнической династией Китая, а китайские патриоты, естественно, страшно возражали. Они говорили: у Конрада есть прекрасная статья по этому поводу. Зачем нам эти западные чужие обычаи? Зачем нам, чтобы юноши уходили в монастыри и, ничего не делая там, выпускали свою энергию куда-то в воздух ради спасения души? Они должны быть или земледельцами, или чиновниками, или солдатами. Они должны приносить пользу государству. Надо перебить всех буддийских монахов, запретить все западные влияния и заставить людей работать на благо своей страны. Читать лекции разрешалось в Чаньнаньском университете и даже в Чаньнаньской консерватории.
В Чаннане была консерватория, где даже учили танцовщиц и певиц для придворного театра. Но танские монархи, наследники Тайцзуна, продолжали увлекаться индийским балетом с обнаженными танцовщицами, китаянки танцуют только одетые в халаты. Они увлекались своими воинами, которые скакали в широких штанах на своих степных конях, а не так, как китайцы, еле-еле трусцой, держась за луку. Они увлекались сагдийцами, которые приходили с богатыми одеждами и проповедовали учение мани, это гностическое учение или учение о почитании огня. Они переводили эти книги, интересовались этой литературой. Кончилось тем, что основная масса китайского населения, проникшая на чиновные должности, и окружение тайского дворца и иноземцев, хотя бы и живших в составе империи, пришли в резкую контраверзу. Одна китайская императрица, У ее звали, что значит «попугай», ввела обязательный экзамен на чин, что продолжалось вплоть до Гоминдана. Чтобы получить чиновную должность, надо было сдать экзамен по классической китайской филологии, сочинение написать и ответить устно. Экзамены были жуткие, принимали в значительной степени по блату. Но все равно требования были невероятно высокие. И кто же принимал? Профессора-то все были китайцы, пропускали они по блату своих. Да свои-то и могли выучиться, ведь китайцы страшно усидчивый народ. А тюрки, или сагдийцы, или тибетцы, или корейцы, которые служили в танское время в армии, или еще где-нибудь, они вообще и кисть-то держать не умели, и иероглиф-то не могли, подписаться-то еле-еле могли. Они, конечно, теряли все должности и все преимущества, но это было только в гражданском управлении. В военном они держали власть в своих руках, ибо у них были сабли, они умели ими владеть. Тогда возникла рознь между гражданскими чиновниками и военными. Казалось бы, военные имеют реальную силу, они могут сражаться, а эти доносы писали, и очень ловко писали, и в большом количестве, оговаривая всех, наиболее способных полководцев, наиболее лояльных принцев танского дома, наиболее выдающихся солдат. И тех по домам казнили. Армия ослабла. Кроме того, армию пронизали шпионами, которые должны были все доносить. Китайцы-то к этому привыкли. Ну, стукач и стукач, подумаешь. А тюрки этого переносить не могли. Как же это? Он мой боевой товарищ или стукач? Что-нибудь одно. Если они выясняли, что он стукач, то убивали его. Тогда им присылали следующего. Понимаете, тут проявилось полное этническое несоответствие. Кончилось тем, что императрица У сначала произвела переворот, казнила почти всех принцев танского дома, кроме собственного сына, которого загнала в жуткую ссылку. Потом и ее низвергли. Сына вызвали, но он уже был совершенно травмированный, однако стал управлять более-менее ничего. Но его жена произвела очередной переворот. Китаянки активно действовали, такие пассионарные, жуть. Новый переворот, и ее прикончили сторонники танского дома. Но за это время война-то шла на границах, тюрки восстали, сагдийцы предпочли такому импотентному правительству подчинение арабам, тибетцы бросились на западную границу. Воевать кому-то надо было, ввели наемные войска. Но наемные войска состояли из тех же тюрок, монголов и тибетцев. И они также, понимаете, ненавидели систему доносов, шпионажа и стукачества, как и все их предшественники. И кончилось дело тем, что один из вождей войска, Ань Лушань его звали, в 756 году поднял восстание в местечке Юйянь, здесь вот, возглавив 3 корпуса пограничных войск. Всего было 12. 3 корпуса, 150 тысяч человек, которые под звуки барабанов сказали, что они испепелят эту подлость, которую им присылают, и вообще они с этим мириться не будут. И началась жуткая гражданская война, которая продолжалась всего 6 лет. Унесла она из Китая население, вот считайте, 56 миллионов перед началом гражданской войны и 17 миллионов после конца гражданской войны. Понимаете, в то время каждый профессиональный воин — это был примерно наш мастер спорта, а то и чемпион по фехтованию и верховой езде. А против них пришлось бросить необученные крестьянские толпы или императорскую гвардию, состоявшую из сынков знатных фамилий, тоже необученную, только шикарную очень, или население городов. В общем, поэт Ду Фу писал по этому поводу так.
Пошли герои снежную зимою на подвиг, оказавшийся напрасным. И стала кровь их в озере водою, и озеро Чэньтао стало красным. В далеком небе дымка голубая, уже давно утихло поле боя. Но 40 тысяч воинов Китая погибли здесь, пожертвовав собою. И варвары уже ушли отсюда, кровавым снегом стрелы обмывая, шатаясь от запоя и от блуда, и варварские песни распевая. А горестные жители столицы, на север оборачиваясь, плачут. Они готовы день и ночь молиться, чтоб был поход правительственный начат. Но поход правительственный удалось начать только тем способом, что попросить помощи у своих заклятых врагов, уйгуров и тибетцев. И когда регулярные части уйгурского хана и тибетского Цэнпо пришли на помощь своему естественному противнику, императору Китая, то войска Ань-Лушаня стали терпеть поражение. Он сам погиб, его наследник Ши Сыминь тоже был убит. Восстание было задавлено правительством. Надо было руками врагов истребить свою регулярную армию. Так захлебнулся пассионарный толчок в Китае. Как видите, это не похоже ни на древность, ни на соседей, ни на что. То есть мы видим, что индивидуальность этих процессов вовсе не скрадывает общности пассионарного толчка, а идет за счет местных условий, местной этнографии, местной географии, того, что мы называем страноведением. Таковы параметры этногенетических процессов во всем мире.